Нет, я понял, вот это участок до Каролинска, да? Это 75 человек, да, выходит? Да, или как? Я не понял. Нет, отсюда до Кулаковского 75 человек. На всем проспекте 75 человек. Именно подойти и посчитать человек. Хорошо, Николай, давайте. Да, посчитаем. Технику тоже считайте. Техника тоже считайте. 6 маленьких погрузчиков. Но вы давайте не оправдывайте. Выйдем и посчитаем. Конечно, нет. Я посчитаю, фотографирую. Не, ну вот действительно, Николай Николаевич болеет за это, он же это мой округ. Избирательный округ, люди жалуются, поэтому, конечно же... Это железобетон 70-75 человек. Просто сейчас такая ситуация острая в городе по транспорту вообще. По дороге. По идее, такой большой проспект, тут, наверное, человек 200 должно работать. Чтобы... Работы же есть много. Ну мы постоянно же ставим требования подрядчику. Но, во всяком случае, мы же тоже исходим из соображений лимитов этого года. То есть, если изначально у нас предполагалось более 700 миллионов рублей на год, то по факту у нас менее 500. И, в принципе, в эти лимиты мы в этом году те объемы работ мы их и берем. Нет, нынче у нас сколько? 2 миллиарда 300, да? 800, да, или сколько там? По-моему, 800. 2 миллиарда 800 чем-то было. Нет, это же общее. 2 миллиарда 800. Это общая у нас на сегодняшний день сумма с учетом переходящих объектов. Это у нас следующего А вот года. эта вот сумма была освоена в прошлом году, 2 миллиарда 39 миллионов? Да. Полностью? Она не перешла на этот год, да? Полностью. Ага, и с этой суммы тогда сколько вы освоите нынче? 2800? Да, ну 2900. У нас, нет, 2900 нету, ну да. Не, ну почему? Где-то 2800. 897, ну не хватает 2 миллионов. Тут 709 тысяч. Без 2 миллионов это 2900. Ну если округлить. Это данные... Но это с проектными работами, это с технологическими. Не, ну понятно, но меня интересует. Полностью все. Всю сумму освоите, да? Всю сумму в этом году. То есть, как вы сказали, переходящих не будет, да? Финансовых переходящих не будет. А вначале же говорите переходящие? Нет, я имею в виду переходящие объекты. Мы в этом году же проавансируем еще, значит, тоже и уже авансируем переходящие объекты 23 года. То есть мы уже по 5 контрактов имеем. Это объекты именно 22-23 году. Вот я говорю про их финансирование и переход. Хорошо, тогда 2900 нынче осваивают, правильно? Так, и по километражу у нас 34,6, ну 35, да, будет? Из них у нас чуть более 5 километров это грунтовые, это как раз. Сколько там? Ну 5 дорог, 5-100. А грунтовые тоже считаются, не только асфальтовые? Конечно. Все дороги, которые подлежат по БКД, они в том числе грунтовые. Ну расскажите тогда, До улицы Дзержинского. В этом году мы должны сделать асфальтобетонное покрытие, обустроить от фасада здания до фасада здания тротуары, должны обустроить вдоль проспекта Ленина. Мы находимся здесь, да, получается? Да? Это сейчас, Дзержинского, да? Да, это Дзержинского, мы вот здесь находимся. Да. Должны обустроить велодорожки, вот мы их видим. Должны установить опоры освещения вдоль проспекта Ленина. Опора освещения служит как для освещения проезжей части, так и для освещения тротуарной зоны. Вот. Части озеленения проектируем мы решили переносить на 23 год, ну, чтобы за зиму не погибли эти растения, чтобы эти растения укрепились в ботаническом саду. Кто-то говорил, яблони, да, собираются садить, да? Яблони, акации, сирень. Они приживутся? черемуха. Ну они же уже адаптированы. То есть ботанический сад как раз... Северный вариант, да? А где они будут, эти деревья? Они же не по краю дороги, в местах проектируемого озеленения будет. Ну вот в зеленых зонах, да? Да. В зеленых зонах будут установлены. Ну не только в зонах отдыха. А какие архитектурные формы? Прямо по дороге. Ну, у нас будут устанавливаться, здесь на вот этом плане не видно, но будут устанавливаться скамейки. Проект согласовывался именно с всеми ботаническим садом, со специалистами, с дизайнерами. Теплый автобус с остановкой примерно такого же архитектурного стиля будет, открытого типа автобусной остановки, лавочки для пеших маршрутов, ну, лавочки для отдыха. Ну, задают вопросы, вот я тоже шел сюда, да, там явно вообще никаких ограничительных таких, ну, поставлено, ленточки и прочее, там может попасть любой
Миллионом и прочим. Мы с этим ожесточенно боремся с подрядчиком, но и он, как говорится, старается, конечно, выходить, но люди... Подрядчики, да? Вот подрядчик, вот здесь главный инженер. Почему не делаете ленточки поставить? Натягиваем ленточки каждый. А вот тут яма, например, нету ямы. Там яма большая. Разберемся. И еще вот смотрю, да, вот постоянно машины ездят. Вот вам не мешает, вот почему не Нам закрываете? мешает, мы закрываем, машины убираем. И для пешехода плохо, пыль поднимаете, все это самое. Понимаете, я... Как-то вот Машины у нас... Можно на знаки хотя бы установить? Знаки стоят. Знаки Знаков нету, там Нет, может, ни одного там кирпича я поставить. не видел. Нет, кирпич не могут поставить, потому что под кирпич и строительная техника тоже не может заезжать. Поэтому знак установлен другой, въезд запрещен. Нет, ну, здесь надо порядок навести, надо обязательно. Такая просьба. Потому что никак вот горожане многие звонят мне, например, это мой округ, да, Алексеевский округ. Они беспокоятся, говорят за своих детей и просят, вот, почему нет порядка. А посты ГИБДД не пробовали ставить? Может там одного-двух оштрафуйте, может быть и другие не поедут, или там видеокамеры поставить. Ну вот, Даже это как бы позволяет же. мы это же самое предложили подрядчику и сделать, зафиксировать и обращаться. Как будто никаких работ не ведется. Наверняка может протокольно отметить, да, что мы тоже как депутаты. Хорошо. Всегда нет, чтобы вы дебыты, да, скажем, это предложение, чтобы тоже они приняли без подрядчиков, тоже продумали. Ну да, тут же неудобно, вот у людей окна открыты, все выходит, там же и дети, там и это. Ну вот видите, Сейчас и окна так открыты, гора, и все просто. смог получается. Плюс жара там 35 градусов, еще и пыль ко всему, да? Поэтому, конечно, здесь надо это упорядочить, получается. А сегодня мы были в 6 объектах, где безопасные дороги по национальному проекту, делается ремонт нашего города Якутска. Начали мы от площади Орджоникидзе и заканчивая кардиологическим диспансером. И действительно работа идет по графику, немножко отставания есть, но наши строители, подрядчики говорят, что они улаживаются, и мы, конечно, очень хорошие, качественную дорогу мы получим где-то в сентябре месяце, в конце августа, а потом начнутся в октябре обустройство этих дорог, освещение, там некоторые дорожные знаки и прочее, поэтому октябрь месяц полностью вот объекты будут сданы. И самое главное, хорошо, что сегодня подрядчик подчеркнул о том, что финансирование хорошо идет. И софинансирование с республиканского бюджета и софинансированием городского бюджета города Якутска. Ну, я считаю, что мы, депутаты, считаем, что качество хорошее, они все вот капитально делают, и все вот требования, которые по дорогам, они соблюдают. И где-то человек, день выходит 75-80 человек выходит на работу, и в том числе это техника, и поэтому настроена, и все те, которые, может быть, там неполадки, может, пойдут дожди и прочее, они предусмотрены, и будут какие-то изменения по графику работы. Вот на сегодняшний день сами подрядчики говорят, пока проблем нет, все по ходу они исправляются и решается вопрос. Физкультурный зал Якутского сельхозтехникума в очередной раз стал ареной спортивных поединков, шквальных эмоций и бурных страстей. Были разыграны ежегодные награды городского турнира по волейболу среди среднеспециальных учебных заведений и Якутска на призы депутата Якутской городской думы Николая Васильева. На этот раз за право называться лучшим сразились юноши и девушки из 11 СУЗов. Упорная борьба показала, кто на сегодня самый смелый и целеустремленный. Среди мужских команд первое место заняли юноши Якутского сельскохозяйственного
сельхозтехникума. Немного уступили победителю и заняли 2 и 3 места, соответственно, команда Якутского индустриально-педагогического колледжа и юридический колледж. Среди женских команд одержали победу хозяйки турнира – девушки Якутского сельскохозяйственного техникума. 2 место по праву заняли будущие медсестры, фельдшеры, акушеры и лаборанты Якутского медицинского колледжа. Почетное бронзовое 3 место было отвоевано и Якутским финансово-экономическим колледжем. И сегодня такая пропаганда здорового образа жизни нужна нашим молодым поколениям, студентам. Та доктрина, которая первым президентом здорового образа жизни продолжается нашей республикой, что были наши дети здоровыми. И эта пропаганда спорта нужна. Замечательно, что участвующие в соревновании юные волейболисты знают, что могут побеждать в честном соревновании и стремятся быть лучшими и первыми. Уважаемые горожане, гости нашей столицы, города Якутска, я сегодня от всей души от имени депутатского корпуса Якутской городской думы поздравляю с Днем государственности нашей Республики Саха-Якутия. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и самое главное, в наше тяжелое время сплоченность вокруг нашего президента и главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Якутская городская клиническая больница отмечает юбилейную дату – 175-летие со дня открытия. В 1843 году в городе Якутске открылась первая гражданская больница. В том же году она приняла 846 пациентов. В больнице по штату врачей не было. Работали лекарские ученики на должностях фельдшеров. С наступлением советского времени начался период становления Якутской горбольницы. Медработникам того времени следует отдать низкий поклон за их бескорыстное служение народу и беззаветную преданность своему призванию. Это достойно самого глубокого уважения. В далеком 1843 году образована первая гражданская больница нашей республики в городе Якутске. Но это день, который открыто 10 коек для города Якутска, и поэтому это с момента началось создание практическая помощь наших якутских медиков. Действительно, наша Якутская городская клиническая больница дала истоки развития здравоохранения нашей республики и города Якутска. У нас единственные были отделения, как хирургическая служба, травматологическая служба, нейрохирургическая служба, акушерство, гинекологии, инфекционные стационары и другие. А потом уже в советский период уже начались еще преобразоваться и образованы центры. И в связи с образованием Центра экстренной медицинской помощи наше хирургическое отделение передано в подчинение Республиканской больницы номер 2. Создать единственный экстренный центр для оказания экстренной медицинской помощи хирургическим больным. У нас остались родовоспоможение и соматическое отделение. В одной стороне это развитие, я считаю, очень хорошо, о том, что в одном направлении, в том, что мы разбиваемся сейчас в настоящее время по терапевтической службе. В Якутской городской клинической больнице действует кардиологическая, реанимационная, ревматологическая, пульмонологическая, гастроэнтерологическая, эндокринологическая, терапевтическая, 2 инфекционных, а также диагностическая и лучевой диагностики отделения. И наша больница имеет опыт передачи наставничества, опыт, который у нас работали очень уважаемые люди, как Романова Ивана Константиновича, который награжден орденом Ленина за заслуги в работе здравоохранения нашей республики. Те ребята, которые выходцы, ученики Ивана Константиновича, в настоящее время работают во всех лечебных учреждениях города и улуса. А также я хотел бы подчеркнуть нашего очень уважаемого ветерана отрасли кардиологии, это Шишкина Галина Ивановна, заслуженный врач РСФСР,
Она заведовала долгие годы кардиологическим отделением. Было деревянное двухэтажное здание. Вот как раз это кардиологическое отделение было. И там палаты интенсивной терапии, койками тяжелобольных ухаживали. И поэтому вот действительно та история кардиологической службы тоже начинается в нашей городской больнице. Еще хотелось бы вспомнить нашего заслуженного врача Республики Саха-Якутия, врача-офтальмолога Солнцева Галина Ивановна, которая долгое время у нас заведовала тоже глазным отделением, тоже деревянным зданием, около ворот было, одноэтажное деревянное здание. Поэтому вот действительно у нас кузница кадров, наша больница гордится, потому что все те врачи, которые работают в наших улусах, городах, все это наши воспитанники Якутской городской клинической больницы. Еще мы являемся базой медицинского факультета Якутского государственного университета, раньше так называлось, сейчас Северо-Восточный федерального университета медицинский институт. Поэтому все кафедры базируются у нас, действительно, они получают очень хороший жизненный опыт врача-специалиста, который нужны им в дальнейшей работе. На сегодняшний день Якутская городская клиническая больница располагает 5 корпусами в каменном варианте. В больнице работает более 700 сотрудников. Ежегодно стационарное лечение получает более 23 тысяч жителей города Якутска и республики. 2 лаборатории – клиника-диагностическая и бактериологическая, физиотерапевтический кабинет, эндокринологический диспансер. Из них ревматологическое, эндокринологическое и инфекционные для больных вирусными гепатитами отделения являются уникальными, не имеющими аналогов в республике. Больным круглосуточно оказывается эффективная медпомощь, в том числе высокотехнологичная. Раньше, вот когда я пришел молодым врачом, гастроэнтерологом, раньше были рентген-аппараты, которые снимали на пленке, да? А сейчас уже цифровое, это уже развитие. А в настоящее время, конечно, развитие быстро идет, и поэтому УЗИ-аппарат, компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, все это помогает. Тоже наши клинико-диагностические лаборатории тоже вперед пошли, и очень многие делают анализы, которые иногда тоже нужны для дифференциальной диагностики болезней. Распоряжение Министерства здравоохранения было передано наш акушерский стационар перинатальным центром номер 2. Поэтому сейчас в этом здании у нас гинекологическая служба и эндокринический диспансер. Сейчас очень наши сотрудники довольны, переехали. Отделение гинекологии Якутской городской больницы – это единственная экстренная служба, которая оказывает круглосуточную гинекологическую помощь женщинам столицы Якутии. По инфекционному корпусу я хотел бы сказать, вот действительно люди сейчас радуются тому, что мы провели ремонт, потому что единственная инфекционная служба находится на нашем подразделении, как кишечное и гепатитное отделение. Поэтому всем требованиям сейчас инфекционный корпус соответствует по требованиям Роспотребнадзора. У Якутской городской клинической больницы есть план развития до 2030 года. Сюда входит модернизация оборудования, совершенствование материальной базы, проведение необходимых организационных мероприятий и подготовка медперсонала. Работа ведется в полном объеме, местами на опережение. Будем еще развиваться. Нашей больнице еще нужны как нефрологическое отделение, это патологии почки, а также у нас нужны развитие кардиологическое отделение, потому что все-таки у нас хронизация заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний идет, и поэтому у нас мест не хватает, очень востребованные. У нас востребованное отделение ревматологической службы, поэтому мы будем думать еще в дальнейшем, каким путем будем развиваться. Мы всегда ставим вопрос перед нашим городом, Министерством здравоохранения. Здесь у нас в основном располагается медицинское учреждение, и что было медицинский городок, потому что это должно быть отдельный кластер медицинского учреждения, потому что все-таки медицинский городок должен быть чистым городком, чтобы больные ходили свободно, гуляли, чтобы чистая зеленая зона была, воздух чистый был. Вся Якутская городская клиническая больница стремится к развитию городской медицины в современных условиях. И все это на здоровье горожан и жителей Якутии.
күнді бірге үлелер бір өлінәқтарым, онна бұл коллегаларым, егіні барғыттығын бұл бейі біледі сылбытынан, бейі балығы бұд сүз еттон 5 сылын тол бұтын етейістеннік әғырда болын. Бағарымын әйеқа жолла қолығы, үліғатер сетегелері, қаған бағарар бейге бұл сүз еттон 5 сыллақ, историялақ балығы бұд сайда тұрдың, қаған бағарар бейге қанны дағыл жарбыт болар, бейге ветераннар бұд, біргілілер жоннор бұд, наға чүйеддік санылар бейге коллектив бұтын. Онан тұран министр түгіл әйеқа бағарым әті үсті түгіл. Үшуей қамнағы, оны самое главное бейге бары бұл медицина бұд, сайдарын тұғылар үлелікті ақпет. Уважаемые коллеги, уважаемые наши ветераны, я хотел бы от всей души поздравить вас со знаменательным юбилейным событием, 175-летием нашей больницы. Наша больница имеет очень большие истории. Это первая гражданская больница в нашем городе Якутске. И поэтому хотелось бы наших коллег от всей души пожелать здоровья, счастья, благополучия, успеха в работе и достойной зарплаты. Если боль не дает дышать, если сердце устало биться, смогут в жизни тебя удержать те, кто призван с бедой сразиться. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Вот опять разорвав тишину, мчит машина тревогой полнясь. Значит, снова нервы в струну, значит, снова зовут вас на помощь. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Дни и ночи усталость забыв, как солдаты не на параде, не щадите вы собственных сил человеческой жизни ради. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей, нет на свете сердец горячей, нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Уважаемые горожане, всего сердца поздравляю с сегодняшним праздником весны и труда. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и самое главное, сплоченности нашей Якутии. Ура, товарищи! Мир, труд, май! Ура! Дорогие друзья, мы находимся в перинатальном центре Республики Саха-Якутия. И сегодня необычная дата. Сегодня юбилей одного замечательного человека. Вот Артур Павлович, друг Николая Николаевича. Здравствуйте. Сегодня у кого юбилей? Мне сказали, что сегодня юбилей у заслуженного врача Российской Федерации, Республики Саха-Якутия и главного, и самого опытного врача Республики Саха. Так и есть, да? Так у кого? Васильев Николай Николаевич. Васильев Николай Николаевич. А вообще вот есть в истории врачей, да, чтобы вот даже такой юбилей, да, быть у руля. Многие же уходят отдыхать. Ну я вот не знаю точно, но это, наверное, если даже есть, редко, наверное, очень единичное, да, уникально, наверное, даже, да. Вообще, наши молодые люди, которые даже нас смотрят, они не понимают, что такое заслуженный врач, да еще Российской Федерации. Насколько сложно
удостоиться такой чести сейчас? И вот с вашего опыта. Ну, не знаю, не каждый может таких высших достичь, правильно? Или я что-то не понимаю? Ну, звание очень высокое, но одно слово, что на российского уровня, это уже да. И оно дается, конечно, по заслугам. Вот. Тут надо очень сильно постараться, очень много лет проработать, очень много внести в развитие здравоохранения, чтобы тебя так высоко оценили. Это государственная награда. Это государственная российская награда, да. Она указана. Не каждому дается за особые заслуги. Мы поздравляем Николая Николаевича Васильева с юбилеем. И сейчас мы проходим в перинатальный центр для чествования нашего юбиляра. И заодно вам продемонстрируем, что такое врач Российской Федерации. Спасибо. Николай Николаевич, да, вот мы вас поймали, да, пока гости прибывают. Как настроение? Давайте и можете нам рассказать, поделиться своим успехом, как может столько лет, и что нужно, какой-то жизненным, наверное, секретом, как можно достичь таких успехов и оставаться при этом. Вы сами знаете, жизнь она разная, но тем не менее, вот, поделитесь опытом и успехом. Говорить? Ну, у меня сегодня юбилей, встречаюсь с своими коллегами, своими друзьями и своими коллегами-депутатами. Но это как-то пройденный этап, который я вот сколько лет прожил, который я со дня окончания медицинского института начал работать в Якутской городской клинической больнице. Одна трудовая запись принят врачом-гастроэнтерологом Якутской городской клинической больницы. Потом вырос до председателя правкома Якутской городской больницы. Освобожденного сна работать 3 года, а потом уже назначили альтернативную основу в 1992 году главным врачом Якутской городской клинической больницы. И с этого момента я работаю в этой больнице. Я всю жизнь отдал этой больнице свою, как сказать, здоровье, свое знание после окончания медицинского факультета. Ну, конечно, есть успехи, которые пройдены. Вот тот промежуток, который 34 лет этой больницы работы, в том, что когда я пришел, здесь все деревянные здания были, не было национального центра медицины, и потом уже наши здания уже перевели мы с помощью администрации города Якутска, Министерства здравоохранения, все каменные здания. Вот на сегодняшний день у нас все корпуса в каменном варианте. И сегодняшний у нас еще прибавилось это перинатальный центр на 180 коек, который нам глава республики Сергей передал в этом году. И поэтому у нас впереди очень большие задачи стоят, что мы должны охрану здоровья матери, детей, мы должны все-таки национальным проектом дальше развивать и улучшить качество обслуживания населения и качество жизни наших граждан. Поздравляю вас с наступающим юбилеем, не будем вас задерживать, вас все ждут. Дорогие друзья, коллеги, приглашенные гости, разрешите открыть торжественное заседание к юбилею Николая Николаевича Васильева, главного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская республиканская клиническая больница, депутата Якутской городской думы, и пригласить для выступления народный ансамбль «Булун», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Любовь Никитина. Встречаем.
От имени юбиляра сердечно приветствуем вас на нашем торжественном мероприятии. Каждый человек, имеющий за своими плечами несколько десятков лет, владелец неповторимой, особенной биографии. После окончания средней школы в городе Нюрба Николай Николаевич работал на производстве. Затем учеба на медико-лечебном факультете Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова, который успешно закончил в 1984 году. С тех пор началась врачебная деятельность, вначале в качестве врача-интерна, затем гастроэнтеролога в Якутской городской клинической больнице. В этих стенах Николай Николаевич состоялся как организатор здравоохранения, став вначале председателем профсоюзного комитета, а затем и главным врачом больницы. Следует отметить, что Николаю Николаевичу, как организатору здравоохранения, ввиду сложившихся обстоятельств, была передана с 1990 года по 2000 год вся республиканская экстренная хирургическая служба, которая функционировала до передачи ее в республиканскую больницу номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Благодаря качествам клинициста, организатора и перспективно мыслящего человека, идущего всегда в ногу со временем, Николай Николаевич внес огромный вклад в развитие больницы, улучшение материально-технической базы. И на сегодня все отделения полностью функционируют в 5 лечебных корпусах. Практически создана вся соматическая служба республики на нашей базе. Организованы специализированные клинические отделения пульмонологии, ревматологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, кардиологии, инфекционных болезней. Создана диагностическая служба. Успешно функционирует в новом перинатальном центре акушерско-гинекологическая служба. Развиваются современные методики родовспоможения, усовершенствование оказания специализированной медицинской помощи новорожденным с использованием современного медицинского оборудования и технологий выживания. В гинекологии также успешно внедрены эндоскопические методы оперативных вмешательств. Но наряду и с практической деятельностью Николай Николаевич совмещает и научную работу. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Характерными качествами Васильева Николая Николаевича являются трудоспособность, повышенная ответственность и чувство врачебного долга, требовательность к себе и коллегам. Николая Николаевича отличает активная гражданская позиция, ведь с 2003 года 4-жды избран депутатом Якутской городской думы и в настоящее время назначен председателем постоянной комиссии Якутской городской думы по местному самоуправлению, законности и регламенту. Постоянное стремление помогать людям, доброта и человечность снискали Николаю Николаевичу уважение среди горожан, его избирателей, коллег и всего коллектива. Поздравляем вас, Николай Николаевич! Мы рады, что сегодня вы все откликнулись и пришли поздравить нашего уважаемого юбиляра. Итак, слово для поздравления имеет председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Петр Васильевич Гоголев. Уважаемый Николай Николаевич, позвольте от имени Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия от себя лично сердечно поздравить вас с юбилеем. Сегодня я присутствую на вашем торжественном мероприятии, на чествовании не просто как председатель Государственного собрания Илтумен, а больше, наверное, как коллега. Сегодня, представляя Николая Николаевича, отметили, что 4-жды народным доверием облечен наш коллега Николай Николаевич. И нужно сказать, что мы одно время вместе начинали депутатскую деятельность. Я тогда был председателем
той самой комиссии, которую сегодня возглавляет Николай Николаевич. И можно сказать, что эта эстафетная палочка была передана в очень достойные руки. И сегодня постоянная комиссия по законности местного самоуправления регламента Якутской городской думы является одной из лучших комиссий, эффективно работающих. Поэтому надо сказать, что депутатская деятельность, которая имеет многогранный характер, он имеет не просто многогранный характер, да, он имеет человеческое лицо, когда она осуществляется Николаем Николаевичем. И 4 раза получить доверие у одних и тех же избирателей, это очень многого стоит. Бывает так, что обещав на выборах в следующий раз быть облеченным народным доверием, бывает сложно. Значит, это говорит о тех качествах человеческих, лучших качествах человека, которые сегодня присущи нашему юбиляру. Николай Николаевич, я и как коллега, и как друг хочу вас поздравить. А тут очень много с вами приятных, прекрасных слов. Я не буду зачитывать. Государственное собрание Ултумен Республики уверен, что Якутская городская дума, представленная такими депутатами, всегда будет на высоте и всегда будет очень эффективно, достойно представлять город Якутск и его жителей. Позвольте вручить вам памятный подарок, сувенир от Государственного собрания. Слово для поздравления предоставляется Евгению Николаевичу Федорову, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны здравоохранения, представители врачебного сообщества, вижу очень многих депутатов, руководителей предприятий. Уважаемый Николай Николаевич, вот и настал, наверное, тот период, когда мы с тобой, молодые пацаны, бегали, представить даже боялись представить, что нам будет столько лет, но, с другой стороны, дожили. Когда я вот тут дух и по стязях, второе я чуть попозже скажу, так получилось, что мы какой-то стороны близкие Николаю Николаевичу, я его знаю совсем с молодости, наверное, когда было мне лишь 7-8, когда я первый раз ступил ногой на его родную землю, первый канал, и в конце концов оказалось, что мы вообще родственники через зятя, через сестру, и таким образом вот эти человеческие отношения сложились, наверное, все эти последние полвека, наверное. С другой стороны, я очень рад, что я как горожанин собственными глазами видел, как развивалась материально-техническая база нашего городского здравоохранения. Я прекрасно помню деревяшку терапевтического отделения, когда я, будучи школьником, в пневмонии лежал, вот тут, когда мимо меня прошло, до сих пор чувствую боль от этого пенициллина, и сегодня вместо него красуются эти каменные здания, которым сегодня гордимся мы, городские жители. Так сложилось, что сегодня Николай Николаевич в течение последних практически 30 лет, чуть меньше, руководит городской клинической больницей, представляет врачебное сообщество в нашей городской думе. И за это время он превратил нашу больницу в один из лучших комплексов нашей республики. Вот это прекрасное здание, которое нам, мужчинам, наверное, не позволено заходить, даже мы сегодня ощутили прелести этого нового здания. С этой точки зрения у многих горожан складывается мнение, что
сложившийся коллектив под руководством Николая Николаевича – это одна из лучших высококвалифицированных, один из лучших высококвалифицированных, значит, больниц, комплексов нашей республики. Я, кроме отделений городской больницы, другие отделения особо-то не знаю. Не лечился практически ни медцентры, по специфике иногда в областной больнице, но всегда, как горожанин, уже почти 50-летним стажем, я всегда обращаюсь в помощь к родной больнице. И я очень рад, что такие руководители, добрые, отзывчивые люди, которые олицетворяют Николая Николаевича, работают на коллективе нашей городской больницы. Я желаю Николая Николаевича крепких родственных, так сказать, от имени, да, крепкого здоровья, удачи, успехов. Ну а переходя к уже официальной стороне моего, значит, выступления, моих функций, я бы хотел от имени всех тех людей, которые работают в администрации главы республики, Михаил Джапарович должен был собраться, подойти, но не смог, к сожалению, по занятости подойти, делегируя меня. Всех тех людей, которые вы прекрасно знаете, поздравить вас с юбилеем. Ну и в заключение передать вам искренние слова поздравления от имени Елдархана, главы республики Айсена Сергеевича. Буквально только что прилетел с Москвы и буквально минут 30 назад, когда я к нему заходил, сказал, что вот я знаю, что ты идешь поздравлять Николая Николаевича, пожелай ему всех благ, которые я написал в приветственном адресе. Привет передавай всему коллективу городской больницы, который он руководит, клинической больницы. И все теплые слова поздравлений, которые адресованы будут сегодня юбиляру, пускай эти слова благодарности и признательности дойдут и до каждого работника городской клинической больницы. И разрешите, уважаемые коллеги, вручить приветственный адрес Айсена Сергеевича. Я бы хотел буквально зачитать 2 строчки. Неоценим ваш вклад в общественную жизнь республики. Большое уважение, Николай Николаевич, уважаемый, вызывает ваша депутатская деятельность, стремление служить родному городу и его жителям. Вы неоднократно получали доверие своих избирателей и в качестве депутата городской думы продолжаете активно отстаивать интересы горожан. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных достижений, благополучия и счастья. С уважением, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Слово для приветствия от Конституционного суда Республики Саха-Якутия предоставляется судье Конституционного суда Гаврилу Гавриловичу Кононову. Всем добрый день. Уважаемый Николай Николаевич, от имени Конституционного суда я вас поздравляю с вашим юбилеем. Александр Николаевич просил извиниться, он сегодня сопровождает московскую комиссию в Канкаловской районе, не смог там подойти. Много теплых слов сказано о вашей работе в медицине. Очень подробно сказано о вашей депутатской деятельности. Я хочу отметить, я вот знаю, с 90-х годов у нас очень хорошие теплые дружеские отношения. Мне вот у вас нравятся вот такие качества, как оперативность, безошибочность, принимая к вам решений всегда, и ваша отзывчивость. Вы никогда никому не отказываете. Вот, если бы сейчас
открыли бы для вас театр оперы и балета и пригласили бы жителей города Якутска, этот зал, наверное, был бы переполнен, я в этом 100% уверен. Решите вам учить наш приветственный адрес. Почетную грамоту Конституционного суда. Николая Николаевича пришли поздравить народные депутаты Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Григорьева Антонина Афанасьевна, первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, Перфильев Евгений Андреевич, председатель контрольного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, Прокопьев Владимир Михайлович, председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Чичигинаров Владимир Ильич, председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труде и занятости, Христофорова Мария Николаевна, член комитета по здравоохранению, социальной защиты, труду и занятости. Коллеги, уважаемый Николай Николаевич, разрешите от имени Постоянного комитета по здравоохранению, по социальному развитию, труду и занятости Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия горячо и сердечно поздравить вас со славным юбилеем. Ну, Николай Николаевич, мы почти ровесники, скажем так, мы в одно время практически учились, вы только на год старше, впереди меня закончили наш университет, наш медико-лечебный факультет. Я вот вашу биографию еще вот знаю, сам практически рядом работал и много проводил время, и когда вот у вас оказывалась служба. Я помню, самые сложные 90-е годы вы были назначены главным врачом городской больницы. Это, ну, я тоже опять-таки и в Оленте главным врачом работал как раз в эти годы. И эти годы были одни из самых сложных. Именно развал страны, непонятно куда шли, денег практически не было на счетах больниц и так далее, и так далее. Даже приходилось, значит, ну, не было даже на зарплату лекарств и так далее, и так далее. И вы начали вот, и достойно вот, руководите одним из самых ответственных, сложных, скажем, уровней здравоохранения. Городская больница, клиническая больница, это, как говорится, лицо нашей всей отрасли, это столичное здравоохранение. Также, я помню, хотел отметить, в 2005 году мы, когда служба, вот наша федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения только начал работать, и тогда, помните, вот главные требования по лицензированию, они очень изменились в жесткую сторону. И первая проверка, Николай Николаевич, наверное, помнит, Елена Сергеевна приезжала. И очень так вот по всем новым требованиям была такая жесткая проверка. И одним из первых вот достойно прошел вот эту вот проверку Николай Николаевич, и практически получил по новым требованиям лицензию, а буквально это были очень сложные требования. Николай Николаевич, ну, вы сегодня, также вот я уже ответил, достойно, успешно справляетесь. Я пожелаю дальнейших успехов с вашим опытом. Пусть столичное здравоохранение, пусть городская клиническая больница дальше процветает. Я пожелаю здоровья, счастья и успехов. И разрешите вручить комитету приветствия.
Николаевич, вот, не могу тоже несколько слов сказать в ваш адрес, потому что мы с вами тоже очень давно знакомы. Более того, мы являемся земляки. Моя мама родом в Москве, Кангалас, в вашей роде. Вот Аймахтаргы, Тулахан, Лахан, Кистингаларды, Герделер, Розалах, Гембары, Нахагал, Буяллар, когда бы Николай Николаевич Тола, Оксубуттунилер. Никто не верит, что ему 60 лет исполнилось. Он когда приезжает в Ирбу, все думают, что Родина же всегда так поэтически относится, и все мы кажемся ее детьми. Но по своей профессиональной деятельности хочу отметить, что Николай Николаевич всегда очень открытый человек. Не только как общественник, депутат, руководитель большого предприятия, а чисто по-человечески. Вот ровно год тому назад Сарглана Багананова, которая здесь присутствует, написала такую замечательную статью в газете «Кым». Николай Васильев «Здоровое идет, здоровое государство». Здоровые люди, здоровое государство. Такое пафосное название, говорит Сарглана, почему, говорит, ты там задавала статью так пафосно? А она говорит, ничего, прочитает. И здесь написано действительно все. Так искренне, так открыто, от всей души Николай Николаевич, читателям Народной газеты «Кым», рассказал все и о своем детстве, и о том, как он проходил его становление, как он получил образование, как он начал свою трудовую деятельность. Да? И, конечно, мы, журналисты, понимаем, какого рода персона, какого рода уровня человек так или иначе дает интервью, раскрывается, не раскрывается. Да? И мы ему за это очень благодарны, потому что таких респондентов, к сожалению, в последнее время становится все меньше и меньше. Но что касается, конечно, медицины, тут все скажут лучше, чем я. Я вижу в этом зале весь цвет нашей якутской медицины. Руководители всех наших самых крупных медицинских учреждений пришли поздравить коллегу, друга, товарища близкого. Да? И это не просто так, потому что в наш век конкуренции мало искренности, мало доброты по отношению друг к другу. Но я уверена, что действительно, как сказали, весь город готов подписаться под словами о профессионализме и уровне нашего Николая Николаевича. Спасибо вам за доброту, прежде всего человеческую, теплоту и желание всегда прийти на помощь. Вот позвони в любое время, Николай Николаевич всегда на связи, всегда он поможет. Не обязательно, если это вопросы касаются здоровья, можно к нему обратиться просто за советом. Огромное вам спасибо, долгих-долгих лет, счастливых, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Я знаю, что вы очень любите своих девочек, племянниц. Тоже всем большое привет. Активный участник всех 4 рекордов Гиннесса. Вот здесь изображение самого главного нашего рекорда. Это самая большая сука. 15 293 участником был Николай Николаевич Васильев. Владимир Николаевич, все сидящие в этом зале желали поздравить, поэтому, Николаевич, друг, товарищ, земляк, присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям и просто хочу пожелать человеку, который стоит на страже здоровья горожан, крепкого здоровья. Будь здоров, Николай Николаевич. Добрый день, уважаемый Николай Николаевич, уважаемые участники торжественного мероприятия, дорогие друзья. Разрешите от имени контрольного комитета и от себя лично поздравить нашего уважаемого Николая Николаевича с юбилеем. Николай Николаевич, вы для меня в свое время были, можно сказать, как наставником. Когда я стал депутатом городской думы, когда мы с вами стали коллегами в 2013 году, я помню, Александр Александрович Сайнов говорил, для того, чтобы научиться правильно вести комитет, нужно сходить к Николаю Николаевичу, что я и делал. Пользовался, так сказать, этим советом. Также хочу вам сказать слова благодарности за то, что помогали, наставляли в определенных сложных моментах. Ну и, конечно, хочу вам пожелать в первую очередь здоровья. Хоть вы и врач, но все равно здоровье самое главное. Здоровье и семейного благополучия. Все мы знаем,
что на протяжении всей своей 175-летней истории наша больница являлась Якутской городской клинической больницей. И только в начале этого года, в связи с передачей перинатального центра регионального уровня, больница приобрела статус республиканского учреждения. Но мы всегда стояли и стоим на страже здоровья жителей нашего любимого города Якутска. Слово для приветствия предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Аксентьевой. На днях, значит, уважаемый всеми Андрей Васильевич Кривошапкин сказал о том, что некрасиво и некультурно, значит, говорить возраст людей и поздравлять с юбилеем. И слушая старшего товарища, авторитетного Кривошапкина, я вас поздравляю с днем рождения. Тем более возраст очень небольшой, для мужчины это вообще не возраст и не юбилей. Но я бы хотела сказать, что, во-первых, Николай Николаевич замечательный руководитель. Столько лет, столько тяжелых, непростых лет, возглавляя центральную городскую больницу, вот так вести коллектив, вот так следить за материальной базой, вот так заботиться о своих пациентах. И вот все, что мы сегодня видим, это все создано руками, стараниями, мыслями, мечтами, идеями Николая Николаевича. Поэтому, конечно, за это вам отдельное огромное спасибо. И я думаю, что многим молодым руководителям нужно у вас учиться. Второе, это то, что, будучи и на высокой административной работе, и достигая вот этих профессиональных успехов, он не забывает о простом, вот этом вот человеческом отношении ко всем людям. Не забывает однажды в юности данную клятву Гиппократа. И что Николай Николаевич доступен для каждого из нас в любое время дня и ночи. И я помню, как, значит, я неоднократно обращалась к Николаю Николаевичу с просьбами за самых разных людей и всегда находила помощь и поддержку. Ну и, конечно, третья его ипостась, для меня, как для главы города, тоже очень важная и очень ценная. Конечно, это безупречный депутат Якутской городской думы, уже не первого созыва. Вы знаете, его объективность, его взвешенность, его умение слушать, слышать, его умение находить компромиссы в самых непростых ситуациях, это очень, вы знаете, такой дипломатический дар. И я думаю, что если бы Николай Николаевич не выбрал стезю медика, то из Николая Николаевича мог бы получиться замечательный работник дипломатической службы. Я думаю, что он был бы не менее успешен и на этом поприще тоже. Ну и я должна вам передать уже совершенно личные поздравления от ваших избирательниц, от моей мамы, от моей свекрови и от вашего большого друга, моего супруга Виктора Иннокентьевича. Мы всей семьей желаем вам благополучия, долгих лет. Оставайтесь таким же добрым, улыбчивым, позитивным человеком, мудрым руководителем и настоящим справедливым депутатом. Николая Николаевича пришли поздравить коллеги по депутатскому корпусу Якутской городской думы. Председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов. Евсикова Евдокия Ивановна, первый заместитель председателя Якутской городской думы. Пахомова Наталья Николаевна, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике. Саргыдаева Ольга Николаевна, председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям. Амосов Владимир Владимирович, председатель постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре. Васильев Аян Ильич, председатель комитета по социальной политике. Черных Сергей Викторович, председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике. И Ларионова Туяра Николаевна, руководитель аппарата Якутской городской думы. От имени депутатского корпуса слово для приветствия предоставляется Альберту Никандровичу Семенову с вручением благодарственности от Якутской городской думы. Ну, на самом деле нас больше.
с вашими миниками назвали. Да, всех не пустили, поэтому пришли только достойные. Дорогой Николай Николаевич, разрешите мне от имени Якутской городской думы, от себя лично, сердечно поздравить вас с днем рождения. Дату я не буду называть. Вот, конечно же, у нас вообще объединяет очень многое. Я помню, как мы с Петром Васильевичем были депутатами в начале 2000-х годов, отработали целых 5 лет на нашей, скажем так, депутатской деятельности. И, конечно же, мы можем сказать, что только хорошие слова в адрес нашего Николая Николаевича. Почему? Потому что он не только как старший товарищ, но и как человек, который очень опытный, мудрый. Он нам тоже в свое время очень много подсказывал. А еще больше мы всегда обращались к нему со своими просьбами. Вы знаете, что здравоохранение, когда находилось под управлением города, когда еще закон не изменили, и, конечно же, управление здравоохранения, городская клиническая больница, она подчинялась управлению здравоохранения мэрии города Якутска. И мы всегда, даже я помню, проходили обследование, Николай Николаевич нам никогда не отказывал в этом. Мы с удовольствием, это наш, можно сказать, был второй дом, там и наши жены рожали, и родители лечились. Поэтому для нас Николай Николаевич является святым человеком. Поэтому я бы хотел несколько тоже строк зачитать от нашего приветственного адреса. Николай Николаевич, вы много лет назад выбрали самую гуманную из профессий на земле, профессию врача, и всегда твердо следовали выбранному пути. Вашими стараниями Якутская городская клиническая больница стала многопрофильным, современно оборудованным больничным комплексом, и всегда придут на помощь человеку, попавшему в беду. Наверное, именно любовь к людям, готовность прийти к ним на помощь призвала вас добавить к врачебному халату депутатский мандат. Жители Алексеевского избирательного округа выбрали вас в окружной совет депутатов города Якутска, в Якутскую городскую думу на протяжении многих лет. Вы уже являетесь у нас депутатом 4-го созыва, можно сказать, уже ветеран. Поэтому молодые депутаты будут равняться непосредственно на наших аксакалов, которые всегда помогут. Как народный депутат Перфилев сказал, что он, правда, ушел, по-моему, да? Сказал, что вы являлись наставником, ваши депутаты пошли уже наверх, являются уже нашими старшими братьями, да? Некоторые из них, наверное, еще пойдут дальше, поэтому ваш опыт для нас бесценен, он всегда нам, скажем, нужен. И хотел бы сказать, что доверие жителей столицы республики трудно переоценить. Ваши коллеги по депутатскому корпусу всегда выражают вам свое глубокое уважение и признательность. Николай Николаевич, разрешите мне еще раз поздравить от имени нашей Якутской городской думы, от аппарата Якутской городской думы с этим замечательным событием в вашей жизни. Пожелать вам успеха в работе, крепкого здоровья, счастья, бодрости и отличного праздничного настроения. С праздником! Вам благодарность. Мы долго думали, но мне сказали, что почетная грамота есть, поэтому мы решили благодарность выдать. Я раскрою наши стали секреты. Не надо, там ничего нет. Хотим, чтобы вы этим предметом подписывали только нужные и правильные решения для нашего города. Там 10 ручек по 10 рублей. Ни в чем с ними. Может быть, центр как-то станет, да? Может, центр как-то станет? Что в центре-то?
Буквально два слова. Пока вот мы поздравляли, я подумал, что вот Евгений Перфильев сказал, что он ходил на комиссии к нашему юбиляру, да? Но мне так повезло, или аппарат так распределил, что я второй созыв мы на сессии рядом сидим. Причем прошлый созыв я был слева, теперь этот созыв справа. Поэтому у меня опыт сам по себе передается. А знаете, что такое сессия? Это такое вот очень серьезное мероприятие. Поэтому большое спасибо. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется исполняющему обязанности министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Егору Спиридоновичу Прокофьеву с вручением почетной грамоты Министерства здравоохранения Республики Саха. Уважаемый Николай Николаевич, начну с того, что после работы главным терапевтом Николай Николаевич был одним из руководителей, который смело взялся за реализацию модернизации здравоохранения. Когда стал вопрос внедрения стандартов оказания медицинской помощи по терапевтическому направлению, конечно, вся специализированная служба по соматическим заболеваниям сконцентрирована в Якутской городской клинической больнице, поэтому было очень отрадно, что те стандарты, которые на сегодняшний день работают по терапевтическому направлению, были апробированы и внедрены в стенах Якутской городской клинической больницы. Сидят заведующие пульмонологического, ревматологического и терапевтического направления, где мы методом проб и ошибок разработали, то есть расширили наш свой стандарт, который наиболее подходит для внедрения на территории нашей республики. Ну и разрешите от имени Министерства здравоохранения и от себя лично поздравить вас с юбилеем. Несомненно, благодаря высоким профессиональным качествам, ответственному отношению к работе, глубоким знаниям клинических и организаторских вопросов, вы являетесь отличным примером для молодого поколения управленцев в сфере здравоохранения. Богатый опыт руководства 27 лет, активная гражданская позиция, большой опыт в общественной жизни города Якутска в качестве депутата Якутской городской думы позволяет вам успешно реализовывать поставленные цели и задачи государственной политики. Мы желаем вам дальнейших успехов и в нелегком труде, до новых перспектив и реализации планов. Оставайтесь таким же энергичным, полным новых идей, оптимизма, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. А также есть очень приятная миссия вручить почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения многолетний трудоустройственный труд. Награждается Васильев Николай Николаевич, главный врач государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская республиканская клиническая больница, министр Вероника Игоревна Скворцова. Соблюдая преемственность поколений, приглашаем на сцену занимавших в разные годы должность министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Местникова Ивана Ивановича и Александрова Вячеслава Лаврентьевича. Дорогие коллеги, приглашенные, разрешите от имени медицинской общественности республики горячо поздравить нашего близкого друга, коллеги, товарища Николая Николаевича Васильева, крупного организатора здравоохранения Республики Саха-Якутия, хорошего специалиста,
можно сказать. Я Николая Николаевича знаю очень давно, с 1984 года, когда я был назначен министром здравоохранения. Он только что закончил медицинский факультет Якутского государственного университета. Я о жизненном пути и трудовой деятельности Николая Николаевича Васильева не буду говорить. Предыдущие товарищи все очень подробно сказали. Я думаю, вы, наверное, довольны работой нашего коллеги Николая Николаевича. Да, действительно, он очень работоспособный, деятельный человек, надо сказать, нашей современности. Мы вместе когда-то, давно уже, около 30 лет тому назад, избирались кандидатом в депутаты Верховного Совета я, а он тогда города Якутска, городской думы. Помните, да, Николай Николаевич, когда мы выступали перед аудиторией центральный, кинотеатр центральный, там столько задавали вопросов, ну, конечно, сейчас вспоминали, иногда ловко даже бывало нам отвечать на такие вопросы первые дни, первые месяцы кандидатства. Но об общественной работе Николая Николаевича сегодня очень подробно рассказали. Действительно, он очень активный общественный деятель. 4 раза избирался депутатом городской думы. В средствах массовой информации о Николае Николаевиче очень хорошо, добрыми словами, приятно даже почитать, прочитать, слышать хорошие вещи, хорошие мнения избирателей Алексеевского округа, в частности, всего населения города Якутска, о нашем друге, коллеге, враче Николае Николаевиче, депутате Николае Николаевиче Васильеве. Я желаю Николаю Николаевичу Васильеву долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем. Спасибо. Старшего поколения от тебя лично, ну, немножко преподнести презент. Я продолжу, Николай Николаевич. Что, Николай Николаевич, в тебе я ценил и ценю, это за то, что ты всегда ставил выше интересы пациентов, чем перед всеми остальными проблемами. Я думаю, что этим самым ты заслужил уважение своих коллег, врачей, подчиненных, ну и доверие жителей города Якутска. Во-вторых, конечно же, в век цифровизации всего и всех можно было тебя поздравить через WhatsApp, через СМС, но я пришел специально, чтобы, так, глядя тебе в глаза, сказать слова личной признательности за нашу с тобой совместную работу в качестве руководителей учреждений и потом как руководитель отрасли. Но сегодня говорили о том, что ты возглавил сложное, переломное время для общества, для республики, для населения, когда одна общественно-экономическая формация сменялась другой, но ты все время показала, все эти испытания выдержал, сохранил коллектив, укрепил коллектив, сберег материально-техническую базу. 90-е, я еще раз повторю, переломные годы, не буду повторяться, все это знают, особенно врачи, помнят. Ну а теперь ты заслужил за свой патриотизм, что возглавил вот этот шикарный европейский госпиталь. Не хочу сказать, что на старости лет, я просто хочу тебе пожелать, чтобы ты приумножал все то городское здравоохранение, также оказывал
на хорошем, на высоком уровне лечебно-профилактическую помощь населению города, республики и города Якутска и республики, потому что ты оказываешь помощь через Центр медицины катастроф, помощь населению всей республики. Ну и завершаем, товарищи, я еще раз, Николай Николаевич, тебя поздравляю, желаю тебе всего самого хорошего и позволь пожать тебе твою руку. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Антонине Афанасьевне Григорьевне. Исправлю, да, просто заместитель. Нас двое заместителей председателя. Уважаемый Николай Николаевич, я спешу поздравить вас. Ой, вот так. Поздравляю. Врач – это не только медицина, это философия, это психология. Плюс к тому наш Николай Николаевич управленец, блестящий управленец, талантливый руководитель. И сказали, вот четырехкратно заслуживший доверие с одного и того же округа. Это сложно в политике. Так? Доверие своих избирателей – большой политик сегодня. И я рада вот, поздравить от имени земляков весь район, вся юрба, от мала до велика знают вас, почитают вас как человека, не только как профессионала, как политика. И мы сегодня очень гордимся вами. Будьте всегда на посту боевом. И коротко скажу, что вы главное наше лекарство – это вы. Когда вы рядом, значит, все мы уже оптимистичны, бодры, все мы уже, в нас надежда есть на все хорошее. И я желаю самому здоровья, успехов и везения, конечно. Да. А сейчас примите музыкальное поздравление от заслуженной артистки Республики Саха-Якутия, солистки театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева, Сауруна Малона, Анны Сгонниковой. Застольная песня звени веселей. Сегодня мы вместе средь милых друзей, и говор веселый звучит круг стола, и лица так
Слово для приветствия предоставляется министру экологии Республики Саха-Якутия Сахамину Милановичу Афанасьеву. Дорогие друзья, уважаемый Николай Николаевич, сегодня выступающие отмечали личные качества Николая Николаевича, профессиональные качества. И, конечно, молодое поколение руководителей должно учиться многому. Николай Николаевич обладает очень широкими компетенциями, человеческими качествами, что позволяет ему находиться на переднем плане общественно-политической жизни республики. Сегодня правильно подметили, Николай Николаевич является одним из ведущих политиков республики. Он всегда стоит на страже интересов человека, на страже интересов своего избирателя. Он постоянно принимает своих сограждан и помогает в решении этих вопросов. За это благодарные граждане, благодарные горожане отвечают тем же самым. Они уважают Николая Николаевича, любят и ценят его. Уважаемый Николай Николаевич, от имени Якутского регионального отделения партии «Единая Россия», от имени Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства позвольте присоединиться к тем добрым словам, которые были высказаны сегодня. Пожелать вам здоровья, благополучия, счастья и удачи. Николай Николаевич, мы очень благодарны вам за ваш благородный труд, за вашу благородную миссию. Спасибо. Слово для поздравления предоставляется министру по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврилу Витальевичу Кириллину. Слово для приветствия предоставляется заместителю руководителя территориального управления Росздравнадзора по Республике Саха-Якутия Изабелле Егоровне Винокуровой. Добрый день, друзья. Уважаемый Николай Николаевич, от имени территориального органа Росздравнадзора по Республике Саха-Якутия примите самые сердечные, теплые поздравления в день вашего рождения. Быть врачом – большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и здоровье общества в целом. Вы не только врач по профессии и по призванию, но и умелый организатор в сфере здравоохранения. Ваш опыт работы, заслуженный авторитет врача, организаторские способности и созидательная энергия активно способствуют плодотворной деятельности на благо развития здравоохранения республики и города Якутска. От всей души, Николай Николаевич, желаю вам бравой выдержки, непобедимой силы духа, целеустремленности, крепкой нервной системы, отличного здоровья и всех жизненно необходимых благ. Пусть в каждом дне ждет успех и удача, пусть всякое дело имеет победный и радостный конец. Праздника вас! От имени Счетной палаты Республики Саха-Якутия слово для поздравления предоставляется аудитору Владиславу Владимировичу Столбову. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые присутствующие, буду краток, как государственные финансы.
Я отнюдь не разочарован тем, что сегодня не смог Марков Егор Егорович сам лично присутствовать здесь, вас поздравить. Мне самому очень приятно прибыть, повидать вас в добром здравии и поздравить вас. В двух словах по поручению Счетной палаты, лично от председателя Счетной палаты Республики Маркова Егора Егоровича, от аудитора Счетной палаты Лукиной Елены Николаевны, от себя лично пишу поздравить, поздравляю, долгих вам лет, всех благ. И как уроженец города Якутска, как коренной горожанин, я могу дать вам самую высокую оценку вашей деятельности. И полагаю, что вы, как человек, много лет и мало того успешно занимающий должность всеми нами горячо любимой и высоко ценимой городской клинической больницы, наверное, уже вписали свое имя, может быть, в будущий том энциклопедии о городе Якутска из века в век. Я думаю, так и будет, и вы со мной все согласитесь. Слово для приветствия предоставляется председателю Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия и исполняющему обязанности председателя Якутского республиканского комитета работников здравоохранения Российской Федерации, члену общественного совета нашей больницы Василию Викторовичу Брыжаха. Уважаемые участники торжественного собрания, уважаемый Николай Николаевич, разрешите прежде всего поздравить вас от имени Федерации профсоюзов, от имени всех трудящихся республики с вашим славным юбилеем. Лидер с молодых лет, талантливый руководитель, новатор, руководитель. Вы с первых дней работы были связаны с профсоюзами. Как нам известно, вы являлись председателем первичной профсоюзной организации, и вот уже на протяжении, уже став руководителем, вы всегда на страже интересов человека труда. За это вам отдельное большое спасибо. Единодушным решением Президиума Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия эта награда достается немногим. Николай Николаевич награждается медалью за доблестный труд. Уважаемый Николай Николаевич, от имени Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, от себя лично, от председателя нашего Корниловой Людмилы Прокопьевны, поздравляем вас со знаменательной датой, 60-летием со дня рождения. Как уже сказал Николай Николаевич, ваша жизнь всегда связана была с профсоюзной деятельностью. Вы были председателем первичной профсоюзной организации больницы, а затем возглавили Якутскую городскую клиническую больницу. Поэтому обещаем вам, что мы всегда помогали лично вам и больнице, и Республиканский комитет в дальнейшем будет оказывать вам всяческую поддержку в вашей нелегкой работе. Сегодня уже говорилось, что Николай Николаевич 27 лет возглавляет Якутскую городскую клиническую, а с этого года Якутскую республиканскую клиническую больницу. Я знаю, мы на общественном совете обсуждали, как нам помочь, чтобы на более высокий уровень учреждения больница была
как бы доведена. И сейчас ваша, наверное, во многом мечта сбылась. И действительно, больница стала Якутской республиканской клинической больницей, стала республиканским учреждением. Лично я знаю только двух людей, которые больше вас, не намного, правда, возглавляли свои учреждения. Это Алферьев Василий Алексеевич и Удалова Нина Трофимовна. Но им уже за 80, а вы еще, можно сказать, молодой относительно их. Поэтому я уверен и всячески желаю вам, чтобы вы ставили новые рекорды в республике по управлению медицинским учреждением. И разрешите от имени Президиума Якутской республиканской организации вручить вам почетную грамоту Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Президиум Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации награждает Васильева Николая Николаевича за активную работу и личный вклад в развитие социального партнерства, исполняющий обязанности председателя профсоюза Геннадий Алексеевич Щербаков. Наш профсоюзный конвент Сегодня у нас в гостях руководители департаментов управлений отделов мэрии города Якутска. Корякина Татьяна Кимовна, начальник департамента экономики. Семенов Алексей Клементьевич, начальник управления образования. Гуляева Снежана Владимировна, начальник отдела кадров. Андреева Лариса Константиновна, начальник управления культуры. Слово для приветствия предоставляется Татьяне Кимовне Корякиной. Уважаемый Николай Николаевич, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Я человек новый в мэрии, но тем не менее уже опыт общения с вами есть. Да, значит, законодательная инициатива Якутской городской думы по столичным функциям принята, поэтому в дальнейшем будем дальше работать. Хотелось бы сказать, что 27 лет это, конечно, очень большой срок. Я тоже это знаю, но в принципе кажется, что это было вчера. Наверное, вы так тоже думаете. 24 года я проработала в Министерстве экономики, и теперь, значит, мой путь как бы продолжается во благо нашего родного города. Значит, хочу сказать, что 27 лет не так много. У меня отец Ким Александрович Корякин был председателем Республиканского общества охотников 42 года. Избирался он 8 раз на эту должность, как можно сказать, всенародным голосованием. Поэтому ваша еще пока середина пути. Желаю в этом вам удачи, счастья. И как все экономисты, рациональный подарок решила преподнести, чтобы вот эти цветы, такие красивые, чтобы они вам все лето напоминали о вашем юбилейном дне рождения. Убасы Убайбы Николай Николаевич Колонот Савстах Криминальный пищевик Питен управление номер тус бема туттан отели Кумарам он на вагре Питен куту катана дороги персонага үлени он на это хабаячыларга бие хабар колубур болагын төкүнө үйрөтө хиддетна то бәк калыбын колубурдан үледи хиддетнан тутта хатта хиддетна бие колубур болан ондан эстөр дороги бар. Уважаемый Николай Николаевич, разрешите выразить слова признательности и благодарности от социального блока города Якутска, пожелать крепкого здоровья. Я хочу отметить очень хорошее качество Николая Николаевича как председателя постоянной комиссии, когда идут наградные дела и так далее на сессии. Да, Николай Николаевич имеет очень хорошую привычку проговаривать советы очень быстро, чем экономит очень большое время. Еще раз вас и хочу пожелать крепкого здоровья.
Саха сарынагар Николай ола Николайга бүгүнгө бу өрүлах юбилейгинен гарделен туран бүгүн этилибит тох бар алгыс үтө маны тыллара барыта эн олоккор эн салгы аянныргар эн үлегар хамнаскар көтөр кынат болуннар ден багаран туран бүгүнгү жора күнгүнө өсөтөгүл гарделибит онна биги барыбыт апытыттан эгине гарделияга Саха страдатын бир чагыл каяртыга Игорь Горов онна Николай Олагар Николайга уруй айхал уруй айхал уруй айхал 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 Музыкальное поздравление от Игоря Егорова, солиста театра эстрады. Николай Николаевич, дойду туны рыны ақтан сананы қайғанан, нюрба туынан ры бәліғуна бұн көңілі бақсы. Siremmeli kalyerim külen on yana yarim Yurubam saman sayına Yurubam kömüz küne Yurubam kılbakına Yurubam çağılsaz gitar Saman sayına yurubamı kömüz küne Yurubamı kılbakına Yurubam çağılsaz gider Yurubumna kırdalga Yurubum soğukta Yurubam dalı kışanan Yuruguya sonunu çekti kiliha kirim palito yoga kitali dilyaga sayılır günü geri sonunu çekti kiliha kirim palito yoga kitali dilyaga Kızılaklarının devam mutlak sarı-sarı internetten ona bu kişiler kızlarına yakınan böyle bunlardır böyle. Rana duruydu. Onu çok oldu. Gün koçayga hatın çaran baraksan mudaraydik muncaran hampa gölün akteran kidan kihin iras kare tuman kurudan sirdaga kırsamangan sita kılbar ya sitaga bilir bolak bolak Yurubam saman sayına Yurubam kömüz küne Yurubam kılbakına
Nyurbam chagusas kita Nyurbam saman sayina Nyurbam kemis kine Nyurbam kubakina Nyurbam chagusas kita Nyurbam saman sayina Nyurbam kemis kine Nyurbam kubakina Nyurbam chagusas kita Махтал! Спасибо. Обязательное медицинское страхование уже в течение 25 лет является основным финансирующим органом в системе здравоохранения за оказанную медицинскую помощь. И сегодня медицинское страхование прочно вошло в нашу повседневную работу. Для приветствия приглашается Александр Васильевич Горохов, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия, Едреев Василий Николаевич, заместитель генерального директора страховой компании «Саха-Медстрах», Семенова Любовь Прокопьевна, заместитель генерального директора страховой компании «Росгосстрах». Уважаемый Николай Николаевич, дорогие друзья, я сегодня специально слушал поздравления наши коллеги и наши руководители Николая Николаевича и поймал себя на мысли о том, что действительно руководит одним коллективом в течение 30 лет и понимать, что такая большая ответственность была возложена еще в конце 80-х годов, и вот сейчас уже конец 2010-х годов. И вот как оценивать этот путь? Я думаю, что оценивать путь этот надо именно теми успехами, которые достиг коллектив Якутской городской больницы, а сейчас уже Якутской республиканской больницы. В свое время был создано отделение, которое и по сей день является ведущим отделением, это отделение ревматологии, пульмонологии, городской роддом, который действительно был одним из самых передовых, скажем так, не только в нашей республике, но по всему Дальнему Востоку лечебных таких родильных учреждений. И то, что вот в прекрасном зале мы с вами здесь отмечаем и поздравляем юбилей нашей коллеги, действительно, глава в прошлом году принял решение и передал этот перинатальный центр под крыло Якутской городской больницы, клинической больницы. Мы знаем почему. Потому что была уверенность и была четкое понимание, что Якутская городская клиническая больница все эти ноши с этой ответственностью справится во главе с Николаем Николаевичем. Это так, и это мы все четко понимаем. Николай Николаевич, я хочу вас поздравить от имени территориального фонда обязательного страхования. И тоже скажем, страховая медицина сегодня это данность, она будет развиваться. И вы в этой страховой медицине один из крупнейших наших партнеров. Мы с вами вместе делаем очень большое дело. И если уж говорить маленько вот экскурс про свое, скажем так, общение и личную работу с Николаем Николаевичем, то, конечно, Николай Николаевич это человек цепкий к части вот профессиональных каких-то вещей. Да? Вот когда мы проговаривали, только планировали программу модернизации, которая была очень масштабная, объемная. И вот Николай Николаевич сразу говорит, это мое, это я беру. И вы помните, что мы сделали очень масштабную реконструкцию якутского роддома. И сейчас этот объект уже достойный является одним из таких хороших объектов нашей республики. И другие также моменты, когда Николай Николаевич говорил, что мой коллектив городской больницы с этим справится, и всегда он держался за свой коллектив. Я думаю, что коллектив также благодарен вам за ту работу, которую вы проводите, не только во имя своего коллектива, но и во имя всех застрахованных пациентов. Юбилей вас! Спасибо.
уважаемые участники торжественного мероприятия, Николай Николаевич, у меня очень приятная миссия. Александра Николаевна сейчас находится в командировке в Санкт-Петербурге, и она меня попросила поздравить вас от имени нашего коллектива «Капитал медицинское страхование» и сказала зачитать благодарственное письмо. От имени коллектива филиала «Капитал медицинское страхование» Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно поздравляю вас с юбилеем. Под вашим руководством пройден огромный путь, накоплен бесценный опыт, и сегодня в государственном бюджетном учреждении Якутская республиканская клиническая больница трудится замечательный коллектив. Это профессионалы, беззаветно преданные своему делу, которые действительно очень любят свою работу и вкладывают всю свою душу. От всей души желаем развития и расширения профессиональных границ, интересных и плодотворных идей, далеко идущих планов и успешной их реализации, новых трудовых достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Позвольте выразить глубокое уважение за ваш ответственный труд на благо сохранения и укрепления здоровья населения нашей республики. Желаем вам счастья, благополучия, стабильности, а самое главное – здоровья. С уважением, директор филиала «Капитал медицинское страхование» Александра Николаевна Андреева. И от себя, от своего тоже имени поздравляю вас, Николай Николаевич. Он мой друг. Я этим очень горда. Уважаемые друзья, уважаемый Николай Николаевич, компании сердце Ханика, от имени наших друг Лезию Максимовича, министра Куланеева, Сидалича. Хочу поздравить вас с этим юбилеем. Но я тут нахожусь в 3 ипостасях. Во-первых, как однокурсник, во-вторых, как замдиректора компании, которая работает в обязательности страхования, и в-третьих, как член избирательной комиссии города Якутска. Если говорить о студенческих годах, конечно, мы с тобой, наверное, не будут так, килограмм соли отсели во всех наших отрядах, картошках, всех наших практиках, сельских, братовских, дочерных. И затем уже нам в этом году 35 лет исполняется окончание. И у нас Николай Николаевич всегда является неизменным председателем комиссии. Но я как бы принимал. И через 3 недели мы ставим на него. Ну, говоря о работе, конечно, Александр Ильич правильно сказал, что уже 25 лет обязательное страхование работает на территории нашей. И Николай Николаевич является один из людей, конечно, участником этого процесса. Конечно, как каждая работа имеет много трудностей, но все это благодаря профессионализму, мудрости, все это преодолевается. Всего самого хорошего. Николая Николаевича пришли поздравить главы управ городского округа города Якутска. Матвей Леонидович Тарковкин, глава управы Центрального округа, Лилия Александровна Воробьева, глава управы Октябрьского округа, Савва Анатольевич Михайлов, глава управы Строительного округа. Уважаемые гости, уважаемый Николай Николаевич, я вас знаю как депутата Центрального округа. Я знаю, что жители вас знают, уважают. Недаром 4 рока уже прошло. Я надеюсь, будем дальше работать. Мне хотелось бы, чтобы вы оставались.
депутатов, ну, возможно, и выше Ултумен. И хотелось бы, чтобы у нас плодотворное сотрудничество продолжалось, потому что Николай Николаевич очень серьезно помогает во всех делах, общественных делах, он знает своих жителей, избирателей. Поэтому я хотел бы пожелать вам, поздравить вас с праздником, пожелать вам счастья, долгих лет жизни и удачи. Уважаемый Николай Николаевич, разрешите от себя лично, от имени всего нашего коллектива, управления Октябрьского округа, от имени ваших избирателей, поздравить вас с таким замечательным днем, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей вашей жизни, в карьере, в работе, во всем. Я искренне горжусь тем, что я с вами знакома лично. Не каждому человеку в нашем городе выдается такая честь знать вас лично, находиться с вами рядом. Примите мои искренние поздравления, с юбилеем вас, всего вам самого доброго. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые друзья, товарищи, в строительном округе 59 тысяч человек проживает. У нас 6 депутатов в Якутской городской думе, 3 депутата Госсобрания Ултумен. Но только отчет Николая Николаевича проходит как праздник, как юбилей. Все благодарят, все радуются, никаких замечаний нету, сразу ставят 5 с плюсом. Это говорит о том, что реально народный избранник. Поэтому мы гордимся, мы благодарим, что вы очень сильно помогаете строительному округу. Будем дальше работать. И сегодня, вначале, когда говорили про этот перинатальный центр, я здесь был 5 или 6 раз, но не встречал своих детей, да, чтобы с Николаем Николаевичем вместе в День семьи, в разные мероприятия, в День города, торжественные выписки организовать, да, это по предыдущей работе. Поэтому Николаю Николаевичу большая благодарность именно за вклад в развитие семейной политики тоже, да, поэтому всем вашим друзьям, всем вашим коллегам огромного счастья. Николай Николаевич, главное – семья, семейного благополучия. Мы вместе с вами, мы команда. Спасибо. Николая Николаевича приехал поздравить глава Таттинского улуса Михаил Михайлович Соров. Чай Вастаблах Николай Николаевич, Улухан Юрилях, Ургайда, Хабилюгинен, Таттылығын жағалтатын, улус мұнян депутаттарын, Таттылығын общественнан юрилән итиләтчілерін артырықтан, Тетек істейінік сүйекпенен сүгірген, қолжықпыдан қонқыян, әрделербен көңілі. Бұл залға күтчік республика Дұрубетан қарыста болын доқтары, чөмчөкөлері, арас көлінелері бары олыр-олыр. Мен бәуін өме коллега құрды қананауын. Той тақа, онтан тақа алманына проистойлерге Лиркеммер Власов Александр Селищтен Элбақ министерствені ол егер Дұрубе қарыста болын курируйдыр етібет. Бұл ке министербеді кем болыр олар Александр Селищ, онда Николай Николаевич кен үшеуілі министердері правительства. Онна етекемнерге национальный проект Дұрубе қарыста болын кейінен ұлыға келдері мұнияқ бөті модернизация ғаламыда еме ол тәрәхіне одноканальное финансирование ғаламыда чөй әлбәқ әпті. Чүй детейлерге бәймейді боласыз бұл Николай Николаевич. Онтан бұге антан кәледен италдар кем Федор кем Евгений Николаевич айтар, Прокопьев Владимир айтар, бән туға жаны дейдер. Той нүрбі бұтақпым тартабын. Ғынамарын адны курсик бі мен. Адны курсик бі. Егилепті бір себеппет үйбе бесіл бұл, үйен ары болыр. Аспедия бүтүйді бейбілі центр бұл. Москва городқа
Ona rakska kibite ben kilbite mayga tutarsanlar köhüt yürüne kiler ber tığ olabın. Tığ giytebin hava hacı bilbektin. Ara lipke iki giren geller hep. Kiler böyle etler du kalmıktar du. Onta haklı han bıttar gerce bile ına mağrahan kihi kapsına misardı. Onu tattamın diyem bolla ana bire bollanlar kayı başı bana var da. Kayı başı deş tonu bir semet üdaş üdü 2 yıl baya öğrendim hep. Uruklar bu da bilgi alıp çok kayınge bilgi bölümünde ne bit. Onu bu nikahkaş ki bu yüzden düşüyor bakasınlar. Kadere. Ağaz nada ola kömeğe gelir. Ol hem bu olur ki bilsem cünar bakın amaran hüdbet yötülü bu ki tuğun doğurdu budun iyice cevabı. Adır bu hamandasın iyice takan tahtara siras taçılar. Kendiki siras taçılar kendiki sultanlığını oldu kadar takva bulanlar. Sirah ha? Ya bu oraya cevap düşüyor burada. O uçurtanar diye tabii. Şimdi kanka tüccarlar baretler ki öyle hevel hamaglanda duruyan hırsta en duruyan iner botak koruluk doktor bartır nadla duruya. Ondan ki çok halayçılık bu düşüyor bay kalapacı çoranları bıraktılar. Benim çoran bıraktığım olguna bana menende kalapacı var. Ben kurduk serliği burluydu. Olguna bana çok Mas çoran. Kapitanı çoran. Bu hüdak iş olaraktan ordu bu dağarda oruk bu koydan nakna ağar. Bu bulana yüz takta 600 çoran hep de. Çoranlar raksallar. Bu 100 kutu geremet, halkın kutu, bor kutu, ya kutu geremet. Norot mastera hüder çayırın oğur bu algıstar çoran. Bu yıka çoran diyen sahaga uygu bayan, bay dol, yürüyürüge simaga bulda di. Onun bu mana belirke uğrar, mana hurtta bu imennoy. Onun yıka tuku kıtana duru biyanı ülügar merkezi ileri jolu horgunu uygunu bayagan altıruğa algıstar çoran. Tutarırpın köyüne.